Якутия впервые отметила День Саилыка. 7 ноября прошлого года глава республики Айстен Николаев подписал соответствующий указ для сохранения национальных традиций и повышения престижа работников аграрного сектора экономики республики. Как прошло празднование в Хангаласском районе, расскажет Виолетта Засимова. Визит председателя правительства республики в село Улахадан начался с осмотра объектов. Первым делом Владимир Солодов посетил площадку под строительство агрогородка Чичир. Здесь до конца года будут отстроены 15 частных жилых домов для работников сельского хозяйства, бюджетной сферы и многодетных семей. Всего новый жилой микрорайон будет состоять из 50 домов. Строительство агрогородка финансируется в рамках федеральной программы «Устойчивое развитие сельских территорий». Они будут строить инфраструктуру на 96 миллионов рублей. Там получается газификация, электрификация, уличное освещение, также дорога асфальтовая получается. В это время в сельском клубе проходило совещание по племенному животноводству при участии министра сельского хозяйства республики Александра Атласова и глав сельхозпредприятий республики. В ходе совещания было названо количество саилыков летних ферм на территории Якутии – 360, из них действующие – 250. С 2006 по 2017 годы было построено 146 саилыков, 186 саилыков были восстановлены. Вот начиная с 2020 по 2024 год у нас тоже планы очень огромные, большие, но я думаю, что выполнимые. За эти годы мы должны построить 100 новых саилыков и 200 новых канибаз и 50 новых животноводческих комплексов, отвечающих по новым требованиям. Тем временем председатель правительства ознакомился с работой убойного цеха и посетил коровник сельхозпредприятия «Конезавод Берте». Далее уже был обход социальных объектов села, детский сад и агрошкола. И, наконец, состоялось торжественное открытие праздника, посвященного Дню Саилыка в Якутии. После приветствия на якутском языке собравшихся Владимир Солодов вручил знаки отличия передовикам сельского хозяйства. Затем сертификаты на строительство саилыков летних ферм получили сельхозпредприятия из Амгинского, Вилюйского, Кобяйского, Мегино-Кангаласского, Нюрбинского, Сунтарского и Хангаласского улусов. Хочу сказать, что это одно из наиболее передовых действительно сел. Мы видим, что благодаря слаженной работе показывают предприятия села устойчивый прирост по всем основным показателям сельхозпроизводства. Но что не менее важно, что мы видим устойчивый рост численности села. Вот, он с каждым годом перерастает его численность. В этом году на 60 человек увеличилась. День Саилыка продолжился культурно-спортивной программой. Виолетта Засимова, Федор Тарасов, Хангаласский улус.